При возведении любого объекта строительства важнейшим вопросом является отопление. Сложное согласование, проектирование, подключение, монтаж, дорогое обслуживание – с этим, наверное, сталкивался каждый застройщик. Сегодня есть технология, которая позволяет легко и без больших вложений решить эту задачу. Это система инфракрасного отопления HeatLife. Инфракрасная система отопления – это так называемая лучевая передача тепла непосредственно на объект, минуя воздух, скажем так. Да? То есть это принцип обогревания как солнце. Солнце же не видит, помните, из школы, да? Как нагревается воздух? Солнце греет землю, от земли нагревается воздух. Вот точно такой же принцип действия и данных обогревателей. Мы очень часто замечали, вы находитесь в помещении, вроде бы жарко, да, а стены в доме холодные. То есть воздух горячий, а к стене подойдете, стена холодная. В данном случае прогревается дом, то есть стены, и после этого нагревается воздух. У нас были случаи, когда клиенты приходили, говорят, была авария на сетях, да, свет давит ровно через сутки. На улице минус 43. А в доме 6 на 6 температура была плюс 10 через сутки. Вы попробуйте печку не потопите сутки. Что у вас будет? Что быстрее растопит несколько кубиков льда, масляный радиатор или кусок отопительного материала нового поколения. Мощность предоставленного нам куска отопительного материала не превышает 50 Вт. Мощность радиатора в 15 раз больше. Для более объективного результата мы разделили два отопительных прибора теплоизоляционным материалом. С момента начала эксперимента прошло около 1,5 часов. И, как мы видим, отопительный материал нового поколения полностью растопил два куска льда. А вот камин не справился с этим. Дорогие зрители, приглашаю вас на мою персональную выставку «В ожидании чуда прозрения». Эта выставка уникальна тем, что в произведениях представлено как цифровое искусство, графика, традиционная академическая живопись, а также медицинская фотография. В плане содержания здесь представлена культура народов России, их словесность. И я думаю, что выставка будет интересна как этнографам, филологам, медикам, любителям живописи, ценителям изобразительного искусства, так и вообще широкому кругу зрителей. Будем рады видеть вас на нашей выставке. Приходите до конца января. Данный продукт прошел полную сертификацию по всем требованиям сертификации в России, то есть сертификат соответствия, сертификат гигиенический, да, Санбиновск. То есть все эти требования обязательно выполняются. Материал сам по себе не воспламеняется, не горит. При данных испытаниях подавался на образец, подавался 1 киловольт напряжения. И проверялось, то есть, сколько по времени данный продукт выдержит и воспламенение будет или нет. Вот в виде результата, как вы видите, по результатам данного испытания, видно, что пленка просто оплавилась, никакого возгорания не произошло, замыкания тоже не произошло. Да? Вот он включен, никаких тут, так сказать, вот он порванный, и он работает. То есть можете вы начать бить, ломать трубы, крушить отопление у себя дома, нет? Я думаю, что навряд ли вы можете позволить себе с этим материалом что-то там вытворять. Я не знаю, что еще. Давайте мы потопчемся, поломаем его. Я надеюсь, вот так вы его не собираетесь использовать 365 дней в году. При этом, можете убедиться, что он работает, продолжает работать, пожалуйста. Трасса включена, все. Поэтому в любом случае это высокоэффективная, высокотехнологичная инженерная система, к которой надо относиться соответствующим образом. Могу предложить настенные обогреватели. Это все настенные инфракрасные обогреватели.
есть вот эти греющие картины 500 Вт, 65 градусов. Можете повешать ее, включаете в розетку и все, и она греет. Инфракрасные обогреватели, вот эти вот, особенно хотел бы обратить внимание, да, это Эргусы, фирма Теплофон, наши красноярские, так сказать, производители, российская фирма, просто шикарный. Что в них нравится? Нижний излучатель стоит под наклоном к полу. То есть при условии установки его, как положено, 10 сантиметров от пола, он дает инфракрасный луч по полу. То есть очень многие, мы, кстати, обратили внимание, что люди приходят и говорят, блин, полы стали теплые. Что очень важно в наших условиях. Очень удачное соотношение цены и качества. На гараж 6×4 достаточно двух вот таких обогревателей. Один терморегулятор, вы выставляете температуру, чтобы лишнего потребления не было. Там плюс 5 задали. Все. На данной модели предусмотрено, значит, ну, то есть полностью выключение. 1 тен, 2 тена, да, включение. И регулировка температуры аварийного отключения. И именно сам тен защищается от перегрева. Не помещение, а именно сам тен. Гарантия на них 3 года, срок службы не менее 10 лет. Стеклянные обогреватели, тоже инфракрасные. Вешаются на высоте 1,80 м, смотрится как телевизор. Данная модель предусмотрена, когда как вам чуть-чуть не хватает тепла. Вот вроде бы все классно, но вот чуть-чуть бы хотелось бы, чуть-чуть побольше. Знаете, как говорится, блин, в рубашке в футболке прохладно, а в рубашке уже жарко. То есть вот на вот этот вот момент 0,6 киловатта, 0,8. Вот это очень хорошая модель, ставится вертикально еще, что мне нравится. То есть у нее крепление позволяет ее ставить и вертикально, и горизонтально. Тоже инфракрасные, которые 54 класс защиты, не боятся влаги. Ну, в определенной степени, то есть не боятся брызг любого направления. Да? То есть понятно, что их заливать водой нельзя, а вот так разрешена эксплуатация влажных помещений. Их обычно ложат под машину. Очень получили популярность в гаражах, под машины, под вот эти вот мобильные гаражи типа Наташа там, и так далее. Под них укладывают. Для установки, ну, можно просто положить, включить розетку. Степ-панель. Что хочу сказать на нем. Вообще панель создана для выращивания поросят подсошного возраста. То есть система отопления сделана для использования в свинарниках и так далее. Да? Ну вы представляете, насколько там агрессивная среда. Вот эта пластина также сроком 30 лет гарантия на нее остается. Полностью герметично залита. Это полностью пластиковая панель. За 11 лет не было ни одного возврата по использованию ее. Очень большой у нас популярность получилась в каком плане? В плане использования ее как отопления септика. И данная пластина просто бросается в септик. Вот. Мощность у нее 120 Вт. 8 кубов септик обогревает без проблем. Также можно использовать как теплый коврик в бане. То есть положили в бане, допустим, если у вас холодные полы в бане, в моечной, да? Вот это, да, соединение полностью, видите, здесь полностью все залито. Все, здесь абсолютно все герметично. Я говорю, за 11 лет ни одного возврата. Скажем так, мобильный, неубиваемый коврик. Абсолютно жесткий, да, то есть который, ну, просто невозможно убить. Нас позволяет возможность, да? Я могу показать? Готово. Все, вот она, не лопнутая, не треснутая. Она как бы рассмотрена уже для наших условий, с учетом и наших пожеланий, да, то есть. Инфракрасная система HeatLife. Новый взгляд на отопление. Универсальный коврик с подогревом. В него встроенный сам датчик отключения. Полностью готовая к эксплуатации продукция, включается все. Всего 40 Вт. Причем под спину можно положить, да, то есть поставить эту систему подогрева. Можно под кресло, можно бросить под ноги и, пожалуйста, оно лежит. Мы его в шутку называем бухгалтерский коврик. Почему? Потому что, ну, люди, которые обычно сидят, много на сидячей работе, да, вот, под ноги положили, да, девушки, полы тянет по полу. Вот коврик, который можно бросить легко под коврик, под сиденье, абсолютно спокойно и безопасно будет. Потрясающая, хорошая. Также есть потолочные обогреватели, тоже инфракрасные, с температурой на выходе 290 градусов. Есть 650 градусов, да, промышленные такие. А в помещениях с постоянным пребыванием людей, да, необходимо, чтобы высота до лампы самой, скажем так, до инфракрасного обогревателя
была 2,50, 3,50, от 2,70 до 3,5 метров. В противном случае будет очень дискомфортно. 290 градусов на выходе низко. Головные боли, высокая температура, крайне некомфортно получается. Очень экономичный, потому что рассев идет сверху, как бы нам привычно награни. Из особенностей, что надо понимать, да, когда он греет сверху, например, вот так же раз, вот нагрелся до стола. От стола отразилось, и пошел наверх. То есть под столом будет температура ниже. Вы можете полностью заменить существующие виды конвективного отопления сейчас, да, на электрообогрев по цехе. Я понимаю, сейчас очень многие люди скажут, да, что да, это в трубу вылетишь. Поверьте мне, опыт поговорит совсем о другом. Дом 80 квадратов в городе Якутске. Полностью, где установлено, в данном случае пленки, установлено 13 киловатт. Семья из 2 человек, и люди платят 4000 рублей в самый холодный месяц. По тарифам прошлого года. Система HeatLife. Новый взгляд на отопление. Очень часто бывает ситуация, да, люди построили большой, хороший дом. Нету возможности подвести, например, газ. Да? Энергоснабжающая организация, да, например, дала им возможность подключения только 15 киловатт. Как быть в данной ситуации, когда тебе дали 15, тебе только на отопление нужно 20, да? И еще плюс нужно свои. Есть такая система, это Томский завод Эрголайф. Они сделали систему умное отопление. То есть подключается модуль, да? И, скажем так, если вам на отопление нужно 20 киловатт, через этот модуль нам достаточно будет 10 киловатт, чтобы мы могли управлять домом и полностью обеспечить там отопление. У вас появляется полностью свой личный кабинет, да, вы полностью можете программировать свое отопление, на какую комнату, включить больше, меньше, когда вы уходите. Дело в том, что данная система управляет компьютер, и он отслеживает, в какое время, когда лучше подать отопление. Вот у нас был прецедент, когда человек, значит, на дом ему нужно было только 16 киловатт на отопление, да, вот. Установив данную систему, он заплатил в районе 5000 за дом в самый холодный месяц. То есть была установлена система умного отопления и вот эти вот обогреватели. Инфракрасная система HeatLife. Новый взгляд на отопление.